Сегодня действительно, Фарид Харуш, вы затронули очень важный вопрос. Вопрос о сохранении родных языков. И у нас сегодня, у всех народов, у якутов, у татар, у башкир, всех вызывает серьезные опасения. Ну, во-первых, пока мы тут ломали копья, этот приказ о переименовании родных языков в языки народов Российской Федерации Министерством просвещения уже подписан. Сказали, что он многостраничный, но там есть вот такие важные вещи, которые, конечно, затронули всех. Абсолютно, госпожой Янпольской, абсолютно безосновательно обществу навязывается противопоставление русского и других языков. Мы, безусловно, считаем и русский народным для определенной части населения, и татарский родным языком, и другие языки народов Российской Федерации. Никто не мешает в образовательных стандартах оставить термин, ну хорошо, если вы хотите, родные языки народов Российской Федерации, родной русский язык. Здесь нет никакого противоречия. Все это давно сложилось, работает, но тем не менее кому-то это не дает покоя. Но, к сожалению, федеральные структуры пошли дальше. В младших классах решено сократить преподавание родного языка с 2 часов на 1 час. Честно говоря, и 2 часов-то мало. Остается только 1 час. Что мы сможем за 1 час в неделю? Какой родной язык преподавать нашим детям? Складывается непонятная тенденция некоторых федеральных органов власти принимать подобные судьбоносные законы, не советуясь с регионами, не обсуждая их с регионами. И мне кажется, это очень опасная тенденция. Следующим шагом будет принятие закона о родных языках. Это естественный следующий шаг. Мы знаем, что этот закон уже внесен даже, и будет во вторник совещание в Министерстве образования, где будут обсуждать этот закон. Вы его видели? Я нет. Это неправильная тенденция принимать законы, которые входят, если вы знаете, по Конституции. Я не буду перечислять здесь статьи, их очень много. Это переходят все предметы совместного ведения, вообще-то, чисто юридически. Вот недавно наш коллега в газете это очень убедительно объяснил всем нам. Тем не менее, они принимаются вот такой вот в обстановке, я бы сказал, даже повышенной секретности. Почему? Чего мы боимся? Всенародного обсуждения, поправок, которые внесут, в том числе и Госсовет Татарстана. Вот эти вопросы вызывают у многих депутатов справедливые волнения и справедливые непонимание, почему так происходит. Почему эти законы пытаются принять келейно, тайно, без широкого обсуждения. Тот же приказ Министерства образования на законность и соответствие Конституции. Как я не понимаю, как он может быть принят, если соответствующего закона еще нет. На базе чего был составлен этот приказ? Я не знаю. Я не знаю законных оснований для приказа Министерства образования Российской Федерации. Его еще нет, потому что закона еще нет. Даже указ вышел после того, как был подписан этот приказ. Поэтому, безусловно, этот вопрос требует огромного внимания, коллеги, депутатского корпуса. Он непростой. Но тут не нужно, как говорится, поднимать руку кверху и говорить, все пропало, этот язык исчезнет. Нет, надо спокойно работать, заниматься конструктивной, законодательной деятельностью, посылать туда свои возражения, если нужно, подавать в Конституционный суд для того, чтобы отстоять право, записанное в Конституции, повторяю, Российской Федерации, право народов на изучение, поддержку, развитие родных языков.